Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 21 июня 2024 года, 17 часов 25 минут по Берлину, 18 часов и 25 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний стрим немножко задержался у нас, не как обычно в 16 выходит. Но и все же, мы вместе, и это самое главное. Вначале, пока вы собираетесь, я, как обычно, вас ознакомлю. Ну, сперва, как обычно, информацию. Не ставьте лайки, не пишите комментарии, не распространяйте ссылку, если вы находитесь либо в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Все остальные с двойной усиленной силой должны прилагать усилия для того, чтобы максимально помочь нам донести до людей правду. Стрим освещается на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Я вас всех приветствую. Еще раз. И сообщение от Генерального штаба Сбройных сил Украины. Русские несут колоссальные потери, и у них ничего не получается. У них не получается ничего. Если определенной степени можно сказать, что русские научились немножко воевать, подстраиваются под эту особенную войну. Она не такая война, которую раньше русские вели. То украинцы в этом смысле на голову и на 2 головы выше своих противников. И так умеют и защищаться, и нападать, что... По-моему, наверное, никто не умеет в мире так с такими современными технологиями одновременно задействовать танки, авиацию, дроны, ну все, короче говоря. Что меня радует. Слава Украине. Так, давайте. 1060 уничтоженных, ликвидированных террористов, которые пришли на землю Украины. 1060. 1060, то есть. 14 за прошедшие сутки. 14 танков уничтожено. 35 боевых бронированных машин. 54 артиллерийские системы. 1 РСЗО. 2 антиаэркрафта. 47 автомобильной техники и цистерны. И 10 спецтехники. Слава Украине. Слава ЗСУ, скажу я. Валейк салам, сын гор и все друзья, кто заходит. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вы не находитесь в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Так, ну, первые, конечно же, было бы, если бы не так, если бы первые к нам не заходили холопы и подхолопники. Ну, есть и свои Идеон, который пишет. Так, Осман говорит. Аслан, почему многие наши чеченцы не понимают, что быть в составе другого народа означает исчезновение чеченского народа? Я не думаю, Осман, что они этого не понимают. Я не думаю. Но, во-первых, есть 2 части людей. Вообще, во-первых, по большому счету, многим людям абсолютно без разницы в каком-то... Да, конечно, они бы хотели бы жить там, где есть права человека, когда предоставляется выбор эмигрировать, да, допустим. Никто не едет в Афганистан, все едут в Германию, там, в Бельгию, во Францию и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, все хотят жить хорошо. Но готовы ли они прилагать к этому усилия? Это раз, чтобы жить хорошо. Не только он лично, но чтобы его нация, его народ жил так же хорошо, как он имел права. Ну, до этого, наверное, немножко нужно дорасти в интеллектуальном, правовом смысле. Нужно, наверное, просвещать наше население. Это по большому части населения. Я читал где-то, что людьми, вообще всеми народами, изменениями, практиками движет малая группа. Чаще всего это 3-5%. 3-5% от всего населения. Ну, а так, кто служит, понимая, что он служит злу, понимая, что он уничтожает свой народ, вот это все осознавая, наплевав на это люди, которые делают все это за деньги. Такие тоже есть. И да, вот
такая вот ситуация. То, что мы исчезнем, если бы мы не сопротивлялись бы, мы бы уже давно бы русифицировались бы. Я с большим уважением отношусь ко всем народам. И виню в русификации этих народов, истреблении этих народов, не эти народы сами, которые пострадали, а империю, русскую империю. И никто не обижайтесь на меня, ну посмотрите, что происходит с чувашами, что происходит там с якутами, что происходит у нас на Кавказе. Да, можно же просто посмотреть на мусульманском Кавказе. Идет полная русификация людей. Язык у людей исчезает. Никаких книг, никакой поддержки языка нет. Нет языка, абсолютно верно, нация исчезла, Осман. Не будет чеченского языка, не будет чеченской нации. Будут какие-то люди, которые когда-то были наследниками чеченцев, но они не будут чеченцами, если они не говорят на своем языке. И язык это самое ценное, что у нас есть, и мы должны его сохранить, конечно же. И все народы Россия ведет. Россия, в отличие, кстати говоря, и нужно быть объективным, Россия, в отличие от Турецкой империи, знаете, она истребляла, все убивала, как и Турция, как все империи это делают. Но при всем при этом русские не уничтожали наш язык. Мы еще не стали частью Турана, как мечтают некоторые имперцы из Турции, а они уже наш язык готовы истребить. Русские истребляли язык, культуру нашу, все наши книги, весь наш народ. Физически, просто жестко, просто напрочь всех. А эти вероломно, из-под тишка, зная, что самое ценное есть для народа, что делает из народа народом, вот они истребляют. К большому сожалению. Да? У нас вот не повезло, мы живем вокруг 3 империй. Русской, турецкой и персидской, Ираном. Поэтому у нас, конечно же, нам нужно быть всегда в форме, всегда начеку. И мы должны не стать частью другого народа. У нас есть своя цивилизация, своя чеченская цивилизация. Цивилизация не в плане мирового масштаба, которым сегодня является западная цивилизация, а наша цивилизация. И мы ее должны сохранить. И это ценно. Ну а как по-другому человек может жить? Как он может быть, если он не свободен? То почему не то, что вы не свободны, но дальше продолжая, развивая тему языка, исчезновения народа, если мы не сопротивлялись, конечно же, мы исчезли бы. И нам нужно сделать так, чтобы наш народ уважал наши законы, уважал нашу свободу, желал быть свободным, хотел, чтобы защищал, боролся за это. Мы должны стать сильнее, чеченцы, мы должны стать сильнее, чем мы есть. Мы есть. Так, давайте дальше почитаем ваши комментарии. Знаешь, что я заметил? Подпитка остальных кавказцев на Северном Кавказе, чтобы они не стали окончательно русскими из-за самоидентичности чеченцев, чтобы эти обрусевшие кавказцы не покидали Кавказ. Осман, если, например, вот смотрите, у нас на Кавказе живут осетины. Осетины сами всегда говорили, что они являются форпостом России на Кавказе, как и армяне. И это мы тоже не забудем никогда. Это часть истории. Мы, конечно же, когда мы станем свободны и будем жить в Кавказском доме, не будем упрекать этим, но мы должны помнить историю, чтобы не повторять. И это не разово вот сейчас осетины стали за русских и так далее. Осетины всегда были за русских, всю свою историю. Все народы, в принципе, из народов там были за русских. А эти народы были больше кому доверяли.
русские и делали на них ставку, как армяне, и грузины были, и все, и мусульманские народы Кавказа были пророссийские. Но в целом были вот эти народы. И они фактически обрусели, осетины. Практически полностью они обрусели. У них своего, это пришлый народ осетины, они от персов к нам достались там на Кавказе. И они, ну, фактически обрусели. Фактически. И когда вы убиваете своих соседей, когда вы выполняете какую-то важную такую миссию, не обязательно соседей, свой народ, например, Кадырова возьмем. Русским не нужно, чтобы Кадыров был обрусевшим, или там осетины, чтобы были обрусевшие, вот отвечая на твой вопрос, Осман. Им нужно, чтобы он был один из нас. Если же он обрусевший, вот я, например, постоянно слышу критику, что я еврей, потому что я поддержал Израиль. А почему они это говорят? Не потому, что ведь, что я еврей, правильно? Они это говорят для того, чтобы мою позицию в этом смысле отгородить от чеченской. Их пропаганда работает, чтобы мы были антисемитами, ненавидели евреев. Ни Москву, ни Кремль, а вот Иерусалим, евреев, Израиль. Вот что они хотят от нас добиться. Турки этого хотят добиться, русские этого хотят добиться. И они это говорят не потому, что у них есть доказательства, что я еврей, или еще какие-то факты. Они это говорят для того, чтобы сказать, он не чеченец. И потому что он еврей, он поддерживает евреев. И чтобы другой чеченец не сказал такое же, потому что он подумает, если Аслан чеченец, и он говорит логичные, верные, справедливые вещи, то почему же не согласиться с его позицией, например, он скажет. Особенно молодых это касается, и это очень важно. И вот точно вот таким вот образом русским нужно, чтобы человек, который нас угнетает, он был и кавказцем. Мы ему и доверяем. Обратите внимание, как мы доверяли дагестанцам. В целом, да, мы с дагестанцами всегда дружили, там, смешанные браки, там, ну, много чего есть. Живут огромное количество дагестанцев на нашей территории. Еще когда нас выслали из Казахстана, туда быстро набежали все наши соседи и заняли. Хотя они рассказывают сейчас сказки, что насильно переселяли. На самом деле никто насильно... Это была такая вотчина грабежа и раздолья, когда всех чеченцев отправили в Казахстан. И приезжали дагестанцы и целыми деревнями заселялись. Зачем жить где-то в горах, когда можно зайти в чеченский дом, и у тебя все есть. Представьте, такой коммунизм наступил отдельно взятым товарищам. И мы доверяли этим людям, и доверяли. Ну, и им нужно, чтобы эти люди были, желательно, конечно, они в душе ментально должны быть за империю, за совок, если речь о Советском Союзе. А так в целом они должны быть похожи на нас, чтобы мы от них не шарахались, чтобы не сказали, что вот он там за русских, все, или он русский, например. Все, ну кто будет его поддерживать? Кто будет поддерживать Рамзана Кадырова, если он будет говорить, что он русский? Поэтому такая двойственная ситуация здесь возникает. Они хотят, чтобы мы обрусели, потеряли всю свою идентичность, но при этом им нужно нами управлять. Плюс им нужно нас использовать как воинов. Почему русские из нас делали там реклама же, да? Ну да, заслуженно, мы воевали, показали, но при всем при этом, ну, везде просто трубят, что чуть ли чеченцы не бессмертные, чуть ли там их пули не берут, снаряды не берут там и так далее, и так далее. Это делается для того, чтобы использовать именно для этого чеченцев. И если они полностью обрусеют и будут русифицированы, ну, какой толк тогда? Ими так особо не попугаешь. Ну, вот как-то так у меня ситуация, вот мнение на этот счет, Осман. Валейк салам, дели салам, маша голь нохчо, чумел вейнак, кель чумел вейнак, шавега маш воль. Я согласен, против России мы восстанем, свободу нам. Хамид, я согласен, Хамид, если ты чеченец, то нам пока восставать не надо. Мы, когда все не восставали, а помогали нас уничтожать,
А, Мы сделали все, есть ведь не просто государство, не просто сила, которой мы должны там, там освободить нашу территорию. А есть еще правовая сторона этого вопроса. Конечно, без силы эта правовая сторона, она остается всего лишь риторикой. Но при всем при этом нужно понимать, что мы имеем свое государство, оно оккупировано. Мы просто не должны с этим соглашаться. Я не считаю, что чеченцы сейчас должны воевать. Я считаю, что чеченцы не должны воевать. У нас нету потенциала, чтобы воевать и потом еще попробовать сохраниться. Мы на грани исчезновения. Не просто наш язык на грани исчезновения. Чеченская нация, чеченский народ на грани исчезновения. Поэтому мы не должны восставать, мы не должны воевать. Мы должны объединиться под одной идеей нашей свободы для защиты наших прав, для привлечения к ответственности за вопиющие преступления, совершенные фашистской Россией против нашего народа и государства. Мы должны объединиться на одной идее, стать сильными и везде отстаивать правовую точку зрения. Когда шла война, мы показали, что весь народ за то, чтобы не быть с русней. Потому что не может миллионный народ, который выделил там 10, может быть 20, 30 тысяч воинов, противостоять там миллионной армии. Только за раз, в Украине пока этого еще не было, только за раз русские загнали нам в начале войны 462 тысячи своих бандформирований, всех. В Украину они 300, там сейчас увеличивают, но в начале 250, 300 тысяч, и так гонят они туда. Это вот на такую маленькую, меньше Киевской области, Чеченскую республику, 462 тысячи. Поэтому вот эти вещи мы должны учитывать, понимать. Мы должны быть юридически грамотными, подкованными. Мы должны понимать, что война ради войны – это колоссальный урон. Колоссальный. Это вред. Это делается только если у тебя не остается другого выбора. Вот тебя вот зажали в угол, особенно если это касается... Вообще страны не воюют в войнах, в которых они не побеждают, если они не уверены в том, что побеждают. Страны капитулируют. Франция капитулировала перед Германией. Понимаете? Франция, империя капитулировала. Многие капитулировали. Англия готова была уже практически капитулировать, ну или договариваться с Гитлером тогда. Великобритания – это страна, которая владела практически всем миром. И сейчас, конечно, имеет очень мощную силу. Поэтому, если страны не уверены, что они победят, они, в принципе, без проблем могут капитулировать. Например, Чехия за всю свою историю никогда, я слышал, никогда не оказывала такого ярого сопротивления оккупантам, интервентам. Такое бывает. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы нас признали. Мы должны очиститься, это тоже большая война, очиститься от агентуры, которая среди нас есть. Мы должны всех, кто связан с русней, подержать подальше от себя, как можно подальше, чтобы нас никак это не дискредитировало и ничего не выходило из секретного, из наших планов, которые мы делаем. И вот таким вот образом добиваться правовым политическим путем, добиваться признания Чеченской Республики Ичкерия. И тогда уже у нас, и мы к этому времени у нас будут и силы, и армия, я надеюсь, в Украине она у нас куется большими проблемами, там есть провокаторы, и, короче говоря, тоже большая проблема тоже с Украиной, я вижу. Хотя столько вклада, столько сил вкладывают наши парни, но при всем при этом я что-то особо тоже не вижу, чтобы на политическом уровне мы стали более зрелыми, более понимающими. Но я думаю, мы к этому придем. Главное, я вижу то, что мы должны требовать наказать виновных за преступления, совершенные фашистской Россией против нас. Это самое сейчас время, как говорится, хороша ложка к обеду. Россия совершила страшные преступления, ее будут судить. Путин, Патрушев совершили страшные преступления. На них выписаны ордера Международным уголовным судом.
И для нас это, ну, удача, это исторический шанс. Весь мир наблюдал за тем, как чеченцев уничтожают, поедает людоед, абсолютно спокойно весь мир. Не просто, знаете, что получилось? Это вопиющая несправедливость всегда укнется тому, кто поддерживает. Не просто тот, кто совершает эти ужасные преступления, даже те, кто поддерживает. Запад когда-то согласился с тем, что Чечня внутреннее дело. То есть геноцид чеченского народа внутреннее дело фашистской России. Также Запад согласился в 1944 году, когда нас депортировали. И тогда Берия сказал, что депортация народов СССР это внутреннее дело СССР. И Запад согласился. Но после смерти Сталина нам, чеченцам, позволили, благодаря давлению Запада, вернуться. И сейчас такая же ситуация происходит. Мы должны всячески понимать вот эту всю систему. И я не упрек, конечно, это все говорю Западу, но давайте просто посмотрим. Запад соглашается преступно, по-другому это никак не назовешь, соглашается с тем, что чеченцы внутреннее дело России. Затем Россия переводит чеченское сопротивление в разряд международного терроризма. Запад соглашается и с этим, хотя вчера западные журналисты пишут против бойцов за независимость, борцов за свободу и так далее, как будто эти западные журналисты, эксперты, политики, спецслужбы не знают, что чеченцы борются за свою свободу и независимость. И вместе с русскими, которые приготовили этого террориста, так, знаете, не по духу, а по букве. По букве подходит под описание террористов, международных террористов. Тем более мы сами делали, чтобы поддержали эту идею. Не хватало нам дальновидности бороться с этим в корне. Наверное, не хватало. И в итоге Запад вместе с русскими начинает нас уничтожать. Понимаете, что происходит? Ну ладно, ну кто такие чеченцы? Ладно, в первый раз, что ли, народы истреблять? В первый раз наблюдать, как народы истребляют? Ну ладно, с кем не бывает. Бывает, ладно. Но ошибка и преступление против своего же народа заключается в том, что при борьбе с так называемым исламским терроризмом российские агенты под видом исламистов находятся здесь, в Европе, агентура российская находится здесь, в Европе, и ничего Запад не может сделать. Они якобы борются с какими-то там террористами. При всем при этом тот, кто создает этих террористов, он является их напарником. Они вместе ищут каких-то там террористов и так далее. Особенно вот сейчас, ну это же такая юридическая, правовая сторона вопроса. У вас есть мероприятие, футбол, чемпионат. Вам угрожает ИГИЛ и какой-нибудь там сумасшедший, какой-нибудь там террорист, который сидит где-то там в подвале на Лубянке. Ну и вы якобы не знаете, что он в подвале на Лубянке сидит. Просто есть отрицать, что нет радикалов, сумасшедших. Это глупо. Они есть среди христиан, они есть среди любых идеологий, любых крайние формы приобретают. В любых идеологиях. И фактически сейчас Запад зависим получается. Потому что вся информация про этих террористов, которых сами русские создают, где-то способствуют их созданию. И вот они вместе с этим борются. Представьте, ненависть или страх доводит людей до состояния, что они вместе начинают убивать тех, кто не является террористом. Понимаете? И, к большому сожалению, мы живем в этом мире, где демократия, конституция, права человека возведены, по крайней мере, на словах до такого уровня высоко. А на деле
Чеченцев выдают, чеченцев, ингушей, других выдают России. Знаете, кушайте, не подавитесь. Вот вам следующая жертва. Ну, опять же, ладно с чеченцами. А что же сделать с европейцами, которых тоже взрывают, которых убивают? Например, любимая команда немецкая, одна из самых любимых немецких команд, Дортмунд, Боруссия, взрывается русским террористом, который оставляет записку о том, что он игиловец. Там вы видите войска там, из Сирии, Ирака там, и так далее, и так далее. Но потом задерживают настоящего террориста, им оказывается русский парень по имени Сережа из Челябинска. И никто не возбуждает дело, сперва возбуждает дело по терроризму, а потом закрывают дело по терроризму. Потому что русский Сережа, он не может быть террористом. Иракец, араб может быть террористом, а русский не может быть террористом. Вот эти двойные стандарты или откровенный макиавеллизм, или как это называется в современном мире, реалполитик, она не только вредна для нас, она вредна для немцев, для французов, для всех остальных. Понимаете? Ведь кто будет отвечать за убитых немцев, террористов? А? Кто должен за это ответить? Террорист, которого там же казнили? А вы обратили внимание, что террористы очень молодые в последнее время? 16 лет во Франции чеченцы задержали. 18 лет вот этот, который убил Самуэля Пати, учителя французского. 18 лет. Знаете, чеченцы закрылись от всех этой несправедливости, от этого лицемерия и подлости всего этого мира. Закрылись и спрятались вот за этой бородой и за религией. И вот объединившись на религии, на исламе, которую они исповедуют, мы все исповедуем чечен, ну может не все, кто-то не исповедует, закрылись и держатся рядом, всегда помочь где-то что-то, джамааты так называемые. И вместо того, чтобы с ними разговаривать, объяснять им, взять на себя вину за то, что их сделали в таком состоянии, русских обвинить в этом и сказать часть свою вину, как это сделал Вольфганг Шобле, бывший министр внутренних дел Германии, который прямо сказал, что чеченское сопротивление это не было исламским терроризмом, международным терроризмом. Это было национальное освободительное движение, но мы не будем об этом говорить, потому что, ну подумаешь, там народ уничтожили. Ничего страшного. Давайте о чем-нибудь другом. Украине поможем. Украине. Ну, слава богу, хотя бы на этом. Помогайте Украине. И Украину это то же самое касается. Политики Украины довели до сегодняшней войны. Кто-то пытается сказать, там американцы нас травлю. Сидит Арестович, который с Дугиным вась-вась. Дугин это идеолог терроризма, идеолог геноцида чеченского народа. Они вот эту религиозную, вот эту различия выискивали, стравливали. Где-то там, ну как умеют русские, врать и манипулировать. И Арестович один из них. А теперь сидят такие, не, нам американцы не помогут, американцы это сделают. Вы на себя посмотрите. Вы же тоже помогали этим русским. У вас огромное количество. Сашко Белого кто убил? А? Министр внутренних дел. Это же известно, известнейший человек. Во время войны убить такого человека, это знамя было. Мы, чеченцы, под Сашко объединялись бы в Украине. У нас не оставили никого, под кого мы могли бы объединяться вокруг него быть. Его специально убили. А разве чеченцы сейчас не нужны были бы? А? Нужны были бы. Нужны были бы. Но, видимо, это делалось не украинским народом, раз Сашко убирали. Геращенко есть, заместитель, да, по-моему, он был Авакова, министра внутренних дел. Ну, этот матерый просто, Геращенко, сейчас имя не помню его, абсолютно матерый просто, надо проверить Геращенко, который по СБУ, по линии СБУ, по-моему, он там, но матерый просто Геращенко, да, чтобы не забыли эту фамилию. Пока вот эти люди есть в Украине, Украина не победит. Пока Невзоров является гражданином Украины, пока вот эти люди не иллюстрированы, Украина не сможет победить.
Да, на войне победит, это бесспорно. Украинские воины лучшие. Наши чеченские воины тоже были лучшие. И они сделали невозможное. Ну, а в итоге мы избрали президента, который вокруг себя собрал всю российскую агентуру. Причем Аслан Масхадов считался, ну, таким самым таким заметным, известным из военных с нашей стороны. И никогда в голову не могло прийти, что Аслан Масхадов может собрать вокруг себя. Обманули. Я не верю, что он был предателем или так далее. Он до конца прошел свой путь. Я верю, что он был обманут, потому что это легко в этом деле. Патриоты, они, псевдопатриоты, они бывают такие патриоты, что вы будете просто потрясены и поймете, что вы вообще не патриот никакой. Так, давайте, друзья, перейду к вашим комментариям. Я могу вам много чего рассказывать, потому что накипело, наболело. Ну, я смотрю эти. Джордж Георгий Иронсайд говорит. Георгий это чисто мусульманское имя, чтобы вы понимали. И он говорит, сколько мусульман убила Америка за последние 30 лет. А сколько мусульман она кинула. Почему мусульмане должны дружить с Америкой, а не с Россией? Этот человек Георгий. Нету такого у мусульман такого имени. Он почему-то заботится о мусульманах. Мне вот эти ваши выпады разных чуваков так надоели, если честно. Вы говорите про мусульман. Эти мусульмане где были, когда истреблялся чеченский народ? Просто интересно мне, да, эти мусульманские страны, которые были. Это раз. Во-вторых, ты за Америку не говори. Америка всегда права, кроме чеченского вопроса. Понятно тебе? А то, что мусульмане хотят жить с Россией, так вы живете, вы ей пятки лижете. Многие, начиная от татарских мусульман, заканчивая кавказскими мусульманами. Какие вопросы? Арабские страны и многие пятки лижут все время. Какие вопросы? Живите, пожалуйста. Мы не хотим жить. Понимаете? Мы, чеченцы, не хотим жить с русней. Она нас убивала. Вас это устраивает. Вы одно с ними. Ну, пожалуйста, будьте. Мы будем с Америкой. Если Америка захочет, конечно. Тут еще тоже вопрос нерешенный. Слава Дудаеву, президенту Ичкерии. Ингушетии, Ичкерии. Ингушетии, Ичкерии. Нет, Джахар не был. Героям слава, Джахар не был. Давайте почитаем тут. Шалом, мудрый доктор, шалом.
Слава разумным людям. Амин, амин. И Лемон аз отключи тундуна, модератор. Лемон аз. Ты его не заблокировал, я надеюсь. Пишет, отключил. Так, давайте дальше. Так, я смотрю, у нас тут все антиамериканисты, тролли зашли. Кстати, я вас всех поздравляю, эти тролли, которые мне тут пишут. У вас в этот Яблоновского, Адыгеи, дрон, говорят, прилетел. Сегодня была очень массированная атака по Русне. И Яблоновский прилетел. Я смотрю, вы тут что-то не особо разбежались. Вы что, такие смелые тролли, вам по вам дрон прилетает, а вы до сих пор работаете. Да, Деон, молодцы, Деон. Ну, давайте. Ну, чего? Да, причкири, Litla Lemonez, majd dukau egyszer kucsádát. Комментарии я здесь даже вистрольшвей. Так. Веселые вы, однако, да. Скажите, что, прилетел вам дрон, скажите, Яблоновского, который? Давайте быстро мне, колитесь. Куда дрон прилетел? Говорят, у вас там раненые были, ваша фабрика тролля Яблоновского. Угодил снаряд, угодил дрон. Давай, рассказывайте, колитесь быстро. Это правда, что Германия будет война с исламом? Нет, конечно, войны с исламом здесь быть не может, потому что Германия это правовое государство. Ну, здесь есть разные исламистские провокаторы, которые по требованию их спецслужб, в том числе турецкие. Мне очень интересно, почему в Турции не выходят на эти митинги, а здесь в Европе выходят. Почему позволяют здесь они себе то, что они не позволяют у себя на родине. Но это говорит о том, что эта страна демократическая, свободная, и у нее есть силы и возможности контролировать свою страну и не дать дестабилизировать обстановку в своей стране. Здесь много провокаторов, российских провокаторов и других третьих. Поэтому никакой войны с исламом не будет. Я надеюсь, будет зачистка от радикальных элементов разного толка, которые здесь собрались.
Но опять же, бороться с последствиями, с причиной, бороться со следствием нужно, а не с причиной. Ну, нужно бороться с причиной, а не со следствием. Ну вот как-то так. Азнам, почему ты Америку так поддерживаешь? Потому что Америка это величайшая страна, потому что Америка свободная страна, а мы, чеченцы, боремся за свою свободу и хотим, чтобы американцы, которые мы имеем с ними одинаковые ценности в отношении уважения к человеку, прав человека, ценность свободы. Мы хотим, чтобы американцы нас мощная сверхдержава, единственная держава, которую русские боятся просто до колика в животе. И мы считаем, что если мы будем гарантированно с Америкой, то у нас есть все шансы стать сильной, независимой страной, которая нам поможет избавиться от фашистской России. Возможно, Америка нам не поможет, потому что тут Турция очень сильно заинтересована, Иран заинтересован очень сильно, конечно же, Россия, которую боится и Иран, и Турция. Но как только Россия ослабнет, она ослабевает, она ослабнет, то турки и иранцы будут больше активничать на нашей территории. И для меня это, например, мне кажется, это будет очередная борьба чеченского народа за свою свободу. Но мы должны, чтобы нас мир признал, во-первых, а потом мы разберемся со всеми, кто на нашей земле пытается, скажем так, влиять на наше развитие. Нам с русскими 400 лет, даже больше, сражаемся. Ну что ж, продолжим. Такая наша судьба. Продолжим тогда, что делать? Но то, что мы покоримся, сдадимся или не понимаем, что происходит, это исключено, этого не будет. Палестина тоже стремится к свободе. Почему в этом случае против свободы? Нет, Антон, Палестина не стремится к свободе. Знаешь почему? Дело в том, что я не отказываю, во-первых, в начале своего разговора, чтобы меня опять не приписывали что-то, хочу сказать, что я осуждаю нарушение международного права, ведения и обычаи, правила ведения войны. Я это осуждаю. При всем при этом я считаю, что не Палестина ведет борьбу за свободу, а Израиль ведет борьбу за свободу. Дело в том, что в 1947 году, в 1946 году им предоставили возможность создать два государства. Евреи согласились на два государства, а арабы нет. Из-за этого началось. И до сих пор, вот мне вчера прислали высказывания разных вот этих террористов хамасовских, которые утверждают, что Израиль не должен существовать. Понимаете? А почему Израиль не должен существовать? На каком основании он не должен существовать? Потому что каким-то арабам захотелось, чтобы не существовал Израиль. Но я с этим не согласен в корне. Понимаете? Арабы это та же русская империя. Кстати, они очень сильно дружат, если вы обратите внимание, и на протяжении очень долгих времени дружат. Арабы на день рождения Путину, чтобы отвлечь внимание от Украины, всего мира, и переключить, поднять всех мусульман, на день рождения Путина совершают акт геноцида евреев. Понимаете, просто заходят и убивают женщин, детей. Арабы Палестины, я не беру всех арабов. Поэтому, если арабы Палестины не дают права, я за то, чтобы у палестинцев, у арабов Палестины тоже было свое государство. Я не могу, как чеченец, отказывать им в этом праве. Но при одном условии, что они должны не отказывать евреям иметь свое государство. Ну, они отказывают в этом. Точно так же, как русские отказывают нам иметь свое государство. Они говорят, вы живите у нас под нашей опекой, под нашим контролем. Понимаете? А когда живешь под чьей-то опекой, евреи, например, знают очень хорошо, что происходит, когда кому-то в голову приходит желание занять высший пост и отвлечь народ от своих проблем, переключить на кого-то, будь то чеченцы, будь то евреи. Поэтому евреи, Израиль, это копия чеченского сопротивления. А арабы,
это копия России, русского империализма, арабы Палестины. И другие арабские государства существует 22 или сколько там, 23. Еврейского ни одного не было до сих пор, пока вот не появилось. Так почему же мы не должны давать евреям, когда там и в Торе, и в Коране, и в Библии, и везде указано, что евреи там жили. Это и 1000 лет там жили евреи. То почему? И это те же арабы, это один семитский народ, это просто иудеи и мусульмане, христиане, они разделились. Почему евреи не должны жить на своей земле? Если кто-то отказывает кому-то в праве на государство, то он сам лишается этого права. Я так считаю. Я отказываю России в праве на существование как государству, потому что она мне отказывает в этом праве. Мне кажется, это справедливо? Нет? Поэтому неправильно сравнивать, что арабы Палестины борются за свободу. Нет, они борются за уничтожение всех евреев на земле. Понимаете? Они борются за зло. Причем они прикрываются религией, что самое лицемерное и вероломное. И нас, чеченцев, они предлагают присоединиться к этому. Почему же тогда они не присоединились к нашей борьбе и не помогли нам? Почему ни одна арабская страна не принимала наших беженцев? Почему ни одна арабская страна не высказала России, что нет, мы не позволим вам уничтожать этот бедный, многострадальный чеченский народ? Почему? Потому что они такие же имперцы, как есть русские имперцы. Поэтому они и дружат уже почти 100 лет, если еще не больше. Весь Советский Союз обучал всех арабов у себя на территории. Я не говорю, что там евреев не было там и так далее, и так далее. И я не говорю про российских даже евреев. Сегодняшние российские евреи, которые после 7 октября, до 7 октября у них была возможность говорить, что мы там дружим с русскими, потому что русские сильные, там, это же для Израиля хорошо и так далее. После 7 октября ни один еврей, который, это был вопиющий факт, подарок на день рождения сделан. Это все знают, это скрывать вообще. Это было сделано демонстративно, чтобы все знали. После того, что российские евреи, если продолжают поддерживать Путина, Россию, то они кадыровцы. Все, у них больше нет возможности. Они должны были, конечно, это раньше говорить, потому что не только надо ждать, пока тебя начнут убивать. Нужно это делать. Кстати говоря, когда был Джохар Дудаев, первый, кто заступился за чеченцев, был Израиль. А Турция этого еще тогда не делала. Она и потом этого не сделала. Правда, когда в Кнессете голосовали, 50 на 50 с перевесом в 1 голос получилось. И евреи не поддержали чеченскую свободу, чеченцев за свободу. Хотя внутри чеченского государства, наши евреи, они поддержали. И выступал на телевидении, вот только что я залил видео, где Джохар рассказывает, что выступал раввин еврейской общины Чеченской Республики. А в это время убили проректора, а ректора похитили. Еврея, Канкалика тогда похитили, одного из самого уважаемого человека. И потом начали евреев отстреливать, просто убивать. И, конечно, люди собрались и уехали. А знаете, почему их начали, чеченцы, я вас спрашиваю, почему их начали убивать евреев? Почему? Вот почему не армян, почему там не другие национальности? А потому что нам евреи могли помочь. Понимаете? У евреев выход на Запад, на Америку. И они нам могли помочь. И у нас были очень-очень хорошие, тесные отношения. Личные отношения – это и есть государственные отношения на самом-то деле. Вот вы выстраиваете с евреем, с чеченцем отношения, и через 100 лет это приносит пользу вашим народам. Просто 2 человека дружат. Чиновников каких-нибудь там, таких людей. А я хочу, чтобы мы не только наверху с евреями подружились, я хочу, чтобы мы полностью, народы стали, и может, извините, что так скажу, но я рад, что есть на этой земле еще один народ, который тоже пережил, что пережил чеченский народ. И у нас есть
И у нас очень много чего сходит, кроме религии. Мы не лезем в их религию, они не лезут в нашу религию. Но у нас есть куча проблем и куча интересов, которые мы можем вместе решать и вместе двигаться. Я за это решение. А нам поставили такую задвижку поставили перед нами, что вот с евреями нам нельзя. А почему нам нельзя? Объясните мне, что нас евреи бомбили? Может, евреи нам концлагеря устраивали по всей республике? Может быть, евреи нас представляют здесь везде радикалами, исламистами, там, террористами и так далее? Нет, это все делает Россия. И Россия враг Израиля. Так, это сам Бог нам велел дружить со всеми врагами России. Понимаете? И эти вещи, эти стереотипы, и это все поддерживает, к большому сожалению, ладно, когда говоришь русский, понятно, это империя, они нас убивали, и для чеченцев это легко. Но под видом мусульман, под видом Турции, нам навязывают то же самое, что мы должны быть антисемитами. А мы, чеченцы, не просто антисемитами не были. У нас, у чеченцев, никогда не было национализма и расизма. При всем при том, что все пытаются нас в этом обвинить. Нету ни одного, я не знаю, может у евреев есть это обычаи, правила такие. Ни одного народа, я не знаю, который называет своих детей названиями народов. И не мусульманских народов, и грузинами мы называем своих детей, осетинами называем, немцами мы называем своих детей. И ни у кого это не вызывает апатию, отторжение. Не бывает такого. Не может сказать, ты назвал своего сына осетином или грузином, гюржи мы называем детей. А если у тебя друг грузин, если тебе нравится это имя, некоторые могут всех своих детей разными национальностями назвать. Никогда я таких правил, обычаев и таких ни у других народов я не видел. И за что мы должны теперь? Отдельно взять евреев и их ненавидеть, хотя в нашей культуре, в нашем генокоде этого нет? Только потому, что это нужно туркам и русским? Да идете вы за след русским кораблем, я могу сказать. О чем вы говорите? И эти вещи, я вот ломаю эти стереотипы. Да, тяжело, да, есть пропаганда, есть люди, которые не понимают. Забрасывается, что я еврей, чтобы мне чеченцы не поверили. Любой чеченец может проверить, что я чистокровный, если так можно выражаться. Ну, может, кто-то у меня был, там, женщина какая-нибудь, там, кого-то взяли из другого тейпа, а она там половина на половину оказалась. Но ни я, ни мои родители, мы не знаем, есть ли у нас не чеченская кровь. Нету у нас, ну, мы не знаем этой информации. Поэтому любой человек, катарюст, может поехать и поинтересоваться, да, и узнать. Хотя сейчас поедут какие-нибудь там эти пропагандисты, снимут фильм и расскажут, да, это... Тут один писал комментарий, я знаю его отца, это очень хороший человек. Такая хорошая еврейская семья у них. Сперва он похвалил, дал как бы понять, что он не негативно на меня настроен, что хорошо настроен, и потом выдает, вот еврей, короче. Ну хорошо, мне нравится, называйте, пожалуйста. Хоть так я буду в разряде умных. Раз не получилось стать самому умным, ну хотя бы будут думать, что умный дело. Как-то так, друзья. Так все нормально, не волнуйтесь. За Израиль не волнуйтесь за нас, оставьте нас в покое, все нормально. Вот вы заходите сюда, пишите комментарии, ну как на работе, вы же на работе, правильно? А кому вы еще пишете так? Что такое? Что произошло? Что произошло, что вот моей персоне скромной уделяется так много внимания вашим троллями? Вы же платите за это все. Сразу же забегаете, ну не нравится, ушел, ну там сказал гадость и вышел. Нет, вы не уходите, вы вновь и вновь находите. У Махмуда Исамбаева мачеха еврейка, и он ее очень любил. Да, по-моему, я что-то слышал такое, было такое. Жена армянка, у него мать ночи была. Да, по-моему, он вырос без матери, она умерла у него, по-моему, в детстве, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, давайте дальше, друзья.
Арзон Го говорит, судный день тебя будут спрашивать за то, что ты сделал не братской Чечне, а для мусульман. Горе тебе, говорит Арзон Го. Я думаю, конечно же, вы тролли, потому что ну, не может адекватный человек после того, что я все это рассказываю, мне вновь нести вот эту чушь самую настоящую. Тебе не ложиться в мою могилу, и судный день за меня ты отвечать не будешь. Это раз, тролль ты или нет. Во-вторых, где вы, ублюдки, были, когда чеченский народ горел в огне, когда совершался геноцид чеченского народа? Вы будете перед Богом за это отвечать? Где вы все ублюдки, я вас спрашиваю, которые мне сейчас объясняют, как мне себя вести, куда мне двигаться? Когда мой народ был в огне, и сейчас он находится, первое место по онкологии, на войну отправляют, убивают, вообще, короче, разделили, растравили, все сделали. Где вы были все это время, скажите мне? Вам не нужно умирать и перед Богом в судный день становиться, а? Объясните мне. Подонки, да, бесстыжие подонки, да, вы нам рассказываете. Это то сделали. Да пошли вы к чертовой матери, будем мы с вами тут еще заигрываться. Привет из Грузии. Гамаджоба Генацуаля, Зури. Витаю тебя. Совершенно верно, Осман. Абсолютно я с тобой согласен. Евреи-американцы отличные ребята и не подлые, как русские. Русские, я имею в виду, еще раз, русских империалистов, которые считают, что моя страна, мой народ, им что-то должны, и мы должны подчиняться им. Вот эти я считаю мерзавцами, ублюдками и подонками. А всех других я не имею в виду, вообще не делю. И вообще русские это нет такой национальности. Вас так много, и вы так разные, такие разные, что нельзя про вас, про всех сказать. Это в любом даже вопросе, не говоря уже в чеченском вопросе. Хотя все пытаются спрятаться за нацией, за национальностью. Там, вот про Нурмагомедова сказал что-то. Вот там дагестанцев не любит, там туда. Даже, я не знаю, он даргинец или аварец точно, на этот Нурмагомедов. Но не просто прячутся там за даргинцев или за аварцев, за весь Дагестан прячутся. Типа, вот там дагестанцев. Это ложь, это не так. А то, что я аварец, да, окей, разницы нет, да, есть достойные люди у всех. Ну, а есть лижущие пятки, короче, угоду самого себя. Понимаете? Самого себя он зарабатывает деньги, их дагестанцев отправляют на войну, никаких вопросов, ничего. А вот за Палестину остановите войну. Остановите войну. Остановили уже войну. Давайте теперь остановим, как в Украину отправляют кавказцев. Давай, Нурмагомедов, давайте, другие там гладиаторы, поднимайтесь. Давайте, скажите, вас слушают, поднимите молодежь. Скажите, мы отказываемся служить. Объединитесь в группы. Скажите, мы будем сражаться за наши права. Мы не позволим нас отправлять на эту войну и воевать против свободных украинцев. Почему вы этого не говорите? Потому что вы пешки, потому что вы гладиаторы, потому что вы за деньги делаете все, что угодно. Вы, как Рамзан Кадыров, всех дагестанцев сбросите с обрыв с горы для того, чтобы вам русский дал там 2 рубля, русский царь ваш дал 2 рубля и сказал: молодец, сына, молодец, сынок. Вот что вы скажете. Ну, это даргинец пишет, другой авар пишет. Ну, я не знаю, не важно мне. У меня нет проблем ни с даргинцами, ни с аварцами. У меня есть проблема с русскими империалистами и подхолопниками.
Дагов держат дагами русские из-за чеченцев, чтобы даги не покудали Кавказ, чтобы чеченцев не оставили одних на Кавказе. Даг гордится, что он может стать русским. Ну, не знаю, Осман, не знаю, разные есть, но я, к большому сожалению, дагестанцы, ну, очень русифицировались. Причем это не значит, что они стали более там говорить лучше на русском языке или стали как-то похожими на русских, хотя и бухают, и в этом смысле есть сходство, но они ментально покорились, вот именно что можно сказать. И я думаю, это вина имама Шамиля, который сказал не оказывать, или он, может, этого не говорил, а уже им внушили, что он так сказал. Но, да, к большому сожалению, это большая проблема. Русские, дагестанцы ментально, психологически полностью стали ими. Вот мое ощущение, мои наблюдения именно в этом складываются. Не про всех, конечно, я говорю. Попрошу его арестовать, посадить за пропаганду терроризма. Ну да, ну попроси, что поделаешь. Ну ладно, не буду же я тебя запрещать. У нас тут демократия, поэтому ты можешь, конечно, стучать, стучать и еще раз стучать в свое ФСБ родное, да. Настучи на меня, да. Бойся своего же народа за такие слова. Хорошо. Ну, знаешь, на самом деле, мне бояться свой народ не надо. Мой народ меня любит и уважает, понимаешь? И пока я такой, будет так. Не дай бог, я буду другой. А, Поэтому не волновайся за мой народ, братцы. Салам с Казахстана. Возможен ли госперевод в России? Возьмет ли независимые Чечня и другие? Салам, Казахстан, Аллах, Казахстан. Чечня независима, она временно оккупирована как государство, воевавшее и попавшее в оккупацию. Будет ли госпереворот в России? Ну, возможно, все. Возможно, все. Но я так думаю, пока я не вижу, что кто-то... Хотя, может, какие-то там заговоры, мы же не можем об этом знать. Мы узнаем только после того, как произойдет это событие. Ну, знаете, в России заговор сделать сложно, потому что Россия в плане, ну, она вся зачищена. Там система КГБ, учреждение КГБ, оно пронизано, ну, вот во все ветви, отрасли власти. И в этом плане я не знаю, как, например, я вот сейчас жду, я вижу, что украинцы вычищают, хоть я постоянно критикую за это Украину, но я вижу, что огромная работа в Украине ведется в этом плане, огромнейшая. Не знаю, получится у них или нет, но если получится у украинцев, то у русских тоже получится освободиться от гибни, от учреждения КГБ СССР. Люстрация и так далее, и так далее. Без этого все остальное бесполезно. Они как плесень, которую вы просто закрашиваете, штукатурить, она будет опять вылазить. Вот эта гибня. Они умеют заползать под корягу и потом вновь захватывать места. У них есть методы, тактика, методика, и они умеют это делать. Поэтому нам, простым людям, если мы не будем объединены знаниями там, или нам не будет помогать та же Украина, нам в Чечне это будет сделать очень сложно. Если нам не будет помогать Америка и так далее, это будет очень сложно. И я думаю, Украине нужно вычистить, и мы вычистим
Ну, Украина вычистит, и потом мы вычистим. И то же самое касается русских. Ну, я думаю, посложнее, конечно, будет, чем с Украиной. Но если Украина сможет, то смогут и русские. Вычистить, рассекретить архивы. Просто дело в том, что вы должны, во-первых, разобраться, кто вами управляет. Это потомки тех, кто нас всех миллионами расстреливал и ссылал в Сибирь, в ГУЛАГи и так далее. Понимаете? Это большая-большая работа, которую нужно проделать, провести. Да, Алла, все будет. Аллах в судный день не спросит, кто ты по национальности. Почему вы мне об этом вновь и вновь говорите? Я знаю, что он не спросит. Зачем ему спрашивать, кто я по национальности, если он знает изначально, кто я по национальности? А? Вы опять мне рассказываете, а вас Аллах спросит, почему, когда чеченский народ истребляли, вы помогали истреблять, вы, российские мусульмане, помогали истреблять чеченцев? Объясните, вы скажете? Вы скажете, что вы не принимали беженцев, вы сдавали чеченцев, вы убивали чеченцев. Вы это скажете Аллаху, когда судный день настанет? Кто ты по национальности? Аллаху ничего спрашивать не надо, он все так знает про меня. Он знает то, что я уже забыл. Понимаете? Ассаламу алейкум. Асан, кого ты из русских оппозиции уважаешь? Валейк салам, Берлин Мурат. А кто там есть? Можешь перечислить кого-то? Я просто не знаю, кого там, какая там оппозиция у них есть. У них симулякры здесь есть полно в Европе. А есть маргиналы, которых ну, там, задвигают. Не знаю я, кого даже. Таки шалом вам, Моше. Таки шалом. Добрый вечер, Асан. Беларусь миром. Живе Беларусь. Добрый вечер, Ольга. Мальцев, Гудков, Ходорковский. Нет, это не оппозиция. Это то же самое, только в профиль. Да? Нет, какая оппозиция? Нет, конечно. Это не оппозиция. КГБшников. Ты перечислил КГБшников. КГБшники это не оппозиция, понимаете? Это большой обман был в 91 году, что позволили КГБшников не люстрировать. И потом КГБшники пришли к власти. Сперва агент КГБ, председатель Свердловской коммунистической партии Ельцин, стал резко ярым демократом, убрал свой партбилет там коммунистический и так далее. А потом сказал, вот помните, это видео очень хорошо так запечатлилось, когда они на Лубянской площади, народ стоит забито, сносят памятник Дзержинскому, народ просто кипит. Говорят, тогда КГБшники сжигали все документы, что могли, уничтожали, прятались там как-то, заползали под корягу, потому что они знают, что они сделали с нами, со всеми. Они все знают, вы русские, главные в этой, большинство вас. Вы им это простили, понимаете? Вы позволили. Все остальные. И поэтому началась война против чеченцев, чтобы разграблять собственность Советского Союза и отвлекать внимание на чеченцев и так далее, и так далее. Понимаете? Вы не дали. И Ельцин стоит и говорит, мы же не пойдем, 2 раза он, по-моему, или даже 3 повторил, мы же не пойдем на штурм Лубянки, вот здания. Вот для чего был. Единственное, он был и демократом, и Кондратом, и кем угодно он был. Главное, ему нужно было, чтобы русские не пошли на Лубянку. Чтобы не достали все эти архивы, не вывели зашкирятники этих КГБшников. А потом что стало? Посмотрите, кто управляет сейчас Россией. Прищ Путин и русский Фредди Крюгер Патрушев. Посмотрите, да просто на их лица посмотрите. Это не люди,
Это зверье, бешеное зверье, которое уничтожает сегодня не просто русских сейчас, они в свою авантюру, сумасшедшую авантюру бросили весь русский, российские народы, они выпиливали, они довели до того, смотрите, насколько ваше руководство русские, вот которое вы тогда не иллюстрировали, КГБшное руководство, это дело здесь не в русских, а в КГБ. Вы, русские, позволили им это сделать, не иллюстрировать, сохраниться им вы позволили. И вот дальше что вот мы видим, в итоге к чему мы пришли. Вас выпиливают отовсюду русские. Не будет больше никакой русской культуры, которой столько лет вы вкладывались, гордились, добивались чего-то. Не будет русского языка, не будет русской культуры, не будет ничего, что связано с русскими, понимаете? Вас выпиливают отовсюду. Ваше место будут занимать украинцы. Украинская культура. Она настоящая, славная, живая, настоящая история. Они будут занимать это все. Вот что сделал ваш Путин. Это не ваш Путин, ваше КГБ сделало. Которым вы гордились, которого вы боитесь до сих пор. Просто до трясучки вы их боитесь, понимаете? Вот для чего нужен был. И пока не Ельцин для чего нужен был. Он будет самым демократным демократом. Он выходил и говорил, берите суверенитет сколько хотите. Так это же нормально, ничего такого. Все говорят, о, Ельцин, какой демократ. Конечно, это же федерация только так и строится. Демократия только так и строится. 50 американских государств, да, 50 это государство из 50 стран состоит, Соединенные Штаты Америки. У них любая страна в любой момент может выйти. Это закреплено за этим правом. А у вас это нет. Вы Татарстан не дали. Мы, чеченцы-то, вышли из Советского Союза после развала. Татарстан попробовал, вы не дали. Вы назидание всем утопили чеченцев в крови и разграбили заодно, ну и свое нутро садистское, фашистское нутро удовлетворить. Вот этих своих всех садистов отправили. И там выковали себе руководство, выковали себе кадры, которые пошли дальше в Грузию, потом пошли в Сирию, потом уже осмелев, уже мозг полностью потеряли, пропили и думали, все, теперь мы Украину возьмем и будем, новое дворянство у нас будет, там мы Европу подомнем, там третье, десятое и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Все дело в том, что КГБ не было иллюстрировано. Ведь я же не просто так говорю, что я там ненавижу ФСБшников или КГБшников, потому что просто мне они не нравятся. Или то, что они нас убивали. Не только поэтому. Дело в том, что они нас убивали еще очень давно, а вас, русских, они убивали также. И дагестанцев убивали, и всех убивали. Но вы почему-то забыли. А если не осознать это, не исправить, то бывает обязательно рецидив. Понимаете? Обязательно будет рецидив. Обязательно. Вот в чем дело. Так, давайте, друзья, нас смотрят 1500. Друзья, кто не в России, пишите комментарии, ставьте лайки. В России не пишите. Ну, кроме вот этих троллей, которые здесь пишут гадости. Они таким образом раскручивают нам. И они думают, что это меня как-то будет сбивать. Я уже переболел этим, перебесился. И знаете, это очень хорошее доказательство тому, что я делаю качественную работу. Потому что ни у кого вы не увидите столько собранных вот этих троллей, которые там пишут вот эти, не останавливаясь. И вы все свидетели. Значит, мы работаем как надо, да. Но я смотрю, вы тут. Давай свяжемся, я тебе расскажу, что почем, говорит Евгения Воронцов. Евгения,
Евгений, Женя, а у меня под каждым видео есть мой WhatsApp номер. Если ты с Русни, конечно, с тобой болтать я не буду, это абсолютно неинтересно. Если ты не с Русни, то, пожалуйста, в рабочее время до 16 часов звоните мне на WhatsApp или оставляйте, я вам как смогу отвечу. Чечня за США? Конечно, Чечня за США. В моем лице, да. Почему у вас такое негативное отношение к Российской Федерации? Говорит. Я даже не знаю, что ответить тебе. Знаешь, убить 30% наших граждан и потом задать такой вопрос, ну, нужно быть, наверное, клиническим. Так, давайте. Давайте почитаем здесь. Так, самолочина, так держать. Если рабы тебя критикуют, значит мы на правильном пути. Да, стрелок номер 1, совершенно верно. Ельцин обманул ингушей тоже. Да, истина, только он не Ельцин обманул, а террористическая банда ФСБ, тогда это ФСК была, обманули. Потомки КГБшников. Да, это так. Да. И Ельцин тоже из этой же банды КГБ был. Демократ, самый ярый там и так далее, и так далее. Братья Вайнахи, грузин с вами. Амаджоба Генацуале. Так. Все правильно, говорит Владимир. Так. Террористы, говорит. Да? Все, подаем жалобу. Давай. Юрий Акмурзаев говорит, ты расскажи, что вы творили во время так называемой независимой Ичкерии. Но я тебе сейчас рассказывать не буду. Я тебе сейчас одно видео, буквально коротенькое, дам послушать. Я его как раз сегодня загрузил. Давай послушаем все вместе. Один момент. Сейчас я максимально звук сделаю, чтобы вы слышали. К этому идет вся структура. Слышно? Приводит ее к этому. Уже начался массовый терроризм. Теракт почти каждую ночь с физическим уничтожением, применением оружия из-за угла как раз. Вот тут-то и стреляют. Происходит на границах? Да, прямо внутри. Здесь очень много залегших КГБистов старых, присланных сюда со всех концов для совершения террористических актов. Потом провокационно устроенный побег из тюрьмы и лагерей, в которые входят особо отъявленные провокационные элементы, которые сейчас отрабатывают акцию совместно. Все это создает сейчас очень опасный очаг, когда на этой эйфории будут сейчас подогревать руки вот эти структуры. И мы вынуждены принимать, я скажу, очень жесткие меры по нормам военного положения. Это касается всего Северного Кавказа или только Чечни? Пока что отстрел начался в Чечне. Значит, убит предательским выстрелом в упор прямо у выхода из университета проректор. Похищен ректор университета Канкалик, ученый с мировым именем, еврей по национальности. И событие разворачивалось как раз в тот период, когда по телевидению выступала радио еврейской общины, признавая и поддерживая национальное движение. Вот это как раз и не понравилось. Здесь решили
решали они три задачи. Столкнуть чеченцев с еврейской диаспорой с основными национальностями, показать якобы террористический характер нашего движения. Далее, выстрелом в упор убив проректора чеченцев по происхождению. Они решали вторую задачу – столкнуть тейповые интересы на кровном месте, наведя на ложный след. И третье, сейчас якобы Чеченская республика не способна провести квалифицированное расследование, а поэтому приводят сюда сейчас Шерлок Холмса из центра, чтобы еще больше разветить здесь свои сети. Но смею заверить, они будут здесь арестовываться и привлекаться к уголовной ответственности. Любой, кто несанкционированно ступит на эту территорию. Так, это так, чтобы вы понимали по теме, что мы творили во время независимости Ичкерии. Был такой вопрос с Юрием Акмурзаевым задан. Да? Это, видимо, обычный манкурт, у которого одна фамилия осталась, который поддерживает эту пропаганду, да, что чеченцы кого-то там убивали, преследовали, там мальчиков распяли, там еще снегирей съели, еще что мы сделали. До украинцев мы что же успели все это сделать. Как ты относишься к Молдове? Я к свободной, не пророссийской Молдове отношусь с большим уважением. И к тому, что они делают. Они потихонечку борются для того, чтобы объединить страну, которую русские еще раньше, чем на чеченцев напали, еще в советское время. И вот начиналось все с Приднестровья, вот там все это начиналось. С большим уважением отношусь к молдаванцам и всем, кто знает, что они имеют право на свободу и стремятся к этому. Конечно, а как иначе? Салам с Осетии, муо. Салам, дикусу, муо. А твой правитель Байден, его уважаешь? Ну, во-первых, это только у русских холопов могут быть правители. У нормальных людей сейчас избираются президенты. И это не мой президент. Мой президент – это чеченский президент и выбор чеченского народа. А к Байдену и ко всем американцам я отношусь, тот, кто не отказывает мне в праве на свою свободу и независимость, я отношусь с уважением. Так, ну так, я смотрю тут. Не Молдавию, стоматолог, а Молдову уважаю. И я не буду уважать Молдову, если она будет отказывать какой-нибудь стране, какому-нибудь народу на своей земле иметь свое государство. А как мы знаем, Молдова так не делает, в отличие от арабов, которые отказывают евреям в своем государстве. Поэтому и я не отказываю даже палестинцам в их государстве, их праве на это государство, ни в коем случае. Но при одном условии: они должны не отказывать евреям иметь свое государство, которое должно быть и которое есть. А так это все болтовня. Вот тут заходите, что-то мне доказываете, объясняете, что-то пытаетесь. Моя логика, она железобетонная, вы ее не разобьете, понимаете? Моя логика основана на фактах
и имеет железную логику. Салам алейкум. Володя, Владимир мне говорит: салам алейкум, зачем ты американский флаг повесил? Уже они заговорили на саламах с нами, да, главное, чтобы мы флаг убрали. Реально, ночи, китлаш сахумна, шун шаде гуш душун, дик шун примерю шун шадега. Цена чо бог кирам бушун, жукчти, американчти, европейти, ница был, штаруилш, худадизахуш, лилахуш, шайгат, йол пачал, шуй церцвой гергалухилам куиш, чуа садет шун цен. Zu Kaukazia, Weibi, ist Bergad Ochsdet schon sein. Masserna Ocean, Shevega, Sheshe, Iran, ni Turci, Raskshani, like Elevision, that say Birch Bushunish. Zene, selection schon, Gustushun. Ich kehre Berg, gitsch, Wish, nach Boisch, Chubuch, Schenschich, Weichelach der Schilbol. Hins, ich kehre Berg, Mekzen, Amerikanski, as Dayakchane. Edisho. Потому что американский аякканчул, террорист, дуй исламист, дуй хар дуй бош, вайнц эршку, шумждиц еще цель. Вейц духаллат, дуцан, вайганиц бац, вай релдина, вай качдина, мадар альж, дей анвай. Видишь что? Вайга нисую, вайга бакую, от бакуан цани, вай хиц таган. Я обращался к чеченцам, но я буду на русском говорить, так, стрим на русском, чтобы вы не обижать вас, потому что неправильно будет, если я, хотя мне есть что отдельно сказать чеченцам, и на чеченском языке это, знаете, более выразительно я могу сказать, чем на русском. Ложится в голову лучше, так скажем, по-родному заходит, так сказать, да? Поэтому я что хочу сказать. Русские хотят, чтобы мы остались с ними один на один. Чтобы вот этот людоед, большой, сильный, который уже распробовал много человеческой плоти и крови, ему нужно, чтобы мы остались один на один. И именно поэтому они ненавистники ичкерийского флага. За ичкерийский флаг они убивают людей, понимаете? Просто убивают. Они борются с нашим гербом. Они герб наш делают 9-конечными звездами. Специально это делается, без сомнений. Вместе с Турцией. Особенно в Турции очень любят 9-конечные. Чтобы не быть похожими на американцев. Не дай бог, американский. Так вот, в Советском Союзе тоже был 5-конечный. Что вы так боитесь? Не переживайте. У нас герб 5-конечный. 5-конечный. И таким вот образом русские хотят сделать так, чтобы мы не обращались никому за помощью. Понимаете? Им не нужно, чтобы мы обращались за помощью. Русские совершили страшный геноцид над нами. Это факт, который никуда не деться. И у нас есть тонны, мегатонны просто доказательств этому, что они совершили над нами. Они в Украине, вот то, что в Буче они сделали по всей Чеченской республике. То, что была Буча, почти в каждом населенном пункте сделали. Они это делали так, как будто больше они никогда ни за что не будут отвечать. А я утверждаю, что они будут за это отвечать. Каждая сука, каждая тварь, которая убивала чеченцев, будет найдена. Даже если ей будет 100 лет, и она будет в инвалидной коляске сидеть. Ее привезут, как Пиночетов, разных там других, и будут судить. Я вот на этом настаиваю, потому что у нас есть юридические основания для этого, чеченцы. Да, весь мир нас бросил. Мы маленькая страна, и мы не решаем больших вещей в этом мире. И мир очень расчетлив, холоден и лицемерен. Но сегодня, если мы не будем молчать, чеченцы, если мы будем призывать к Соединенным Штатам Америки, к Западу, чтобы они обратили внимание на нашу проблему, потому что ситуация в корне изменилась. Теперь они не друзья России, как вчера они были. Вчерашние братья, так называемые, и украинцы это говорили, что братья с русскими теперь люто друг друга ненавидят. Люто. Здесь даже не в национальности вопрос, здесь идеология вопрос. Здесь воюет демократия против диктатуры.
Понимаете, вот как мир разделился под разными соусами. Это может быть коммунизм, это может быть религия, что угодно. Но это диктатура. А есть демократия. И вот нам, чеченцам, нужно сейчас, и я несу эту идею, я в это верю, искренне в это верю. И я знаю, что теперь, даже если они меня ликвидируют, и был человек, который в это искренне верил и доносил это до людей. И это все равно не останется. Я знаю, что это не останется просто так. Те, кто взорвали, более того, они не просто нас уничтожали, они взорвали своих русских. Русские не могут быть за Путина и за Россию, если они настоящие русские, если они бьют там в грудь, мы патриоты и так далее. Так Путин взрывал с Патрушевым, взрывал своих русских, чтобы обвинить в этом чеченцев и напасть на нас. Мы просто должны вот этот момент, может это займет год, может займет 10 лет, но мы должны этот момент сохранить и донести до мира, чтобы нас услышал весь мир, что над нами совершено, причем не просто той же России это совершено теми же лицами, теми же персоналиями. Путин, Патрушев, они взрывали, они приходили к власти, приходя, неся кровь, они приходили к власти в России, взрывая своих русских женщин, обвиняя в этом нас. Теперь они убивают украинцев. Точно те же люди, те же персонали, те же убийцы, они убивают сейчас украинцев. Поэтому по Украине уже и МУС, Международный уголовный суд, выдал ордера уже и так далее, и так далее. И от чеченской темы, вот сейчас Зеленский выступал и в Германии к нам сюда приезжал, когда он перечислял всю войну, все войны, которые русские создавали, что вот они, разрушая Грозные, только не Грозные разрушали всю республику, всех чеченцев, даже не живущих в России, не живущих в Чеченской республике Ичкерия, где только могли, находили и убивали. И тут в Европе убивали, и в Катаре убивали, и в Турции убивали, и везде убивали. Поэтому мы, чеченцы, должны понимать, что Запад, какой бы он плохой ни был, если я что-то говорю, вы тоже не хватаете. Я этого не говорю, потому что я считаю, что Запад плохой, и там нужно с ним разорвать отношения. Я говорю разные упреки Западу, чтобы быть объективным, чтобы сказать, да, это было. Но я не хочу обвинять Запад, я не хочу постоянно им нос тыкать, тем более юридически они не виноваты. Соответственно, международным правом они отстаивают только лишь свои интересы. Да, нормы морали, международное право, которое куда повернешь, туда и поворачивается, мы все это знаем прекрасно. И наша задача сейчас объединиться и предоставить все доказательства преступления фашистской России против нашего народа. И этот процесс, который состоится над русистами, над русскими империалистами, который без сомнения состоится, даже через 10 лет, через 20 лет он состоится, а я думаю, это произойдет намного раньше, мы должны получить эту бумагу. Суд над русскими империалистами, которые совершили страшный геноцид, не выдуманный, не фейковый, как некоторые народы придумывают, а настоящий, целенаправленный геноцид, который продолжается по сегодняшний день. И сегодняшняя проблема, в том числе Германии, как в начале своего ролика, своего стрима сегодня вам говорил, точно так же вся проблема от лицемерия и вот этой реал-политики так называемой. Понимаете, вот сегодняшние события, которые происходят и в Германии, и в Европе, и так далее, и так далее. Поэтому, а мы, чеченцы, должны разобраться со всем. Мы разобрались, мы знаем. И моя задача, несмотря на то, что там на меня лгут там постоянно днем и ночью. Вот вы посмотрите просто, что у меня происходит в чате, и вы поймете, что целенаправленная работа против меня ведется по дискредитации там, и так далее, и так далее. Это мы должны показать всему миру, что мы нормальные, адекватные. И если бы мы не были бы нормальными, адекватными, клянусь, я бы не говорил бы за вас так. Чеченцы, я к вам обращаюсь. Я знаю, что мы нормальные, что мы не фашисты, не исламисты, не людоеды какие-то. Мы геноцид пережившие, постгеноцидная, уставшая
на сегодняшнем этапе, пока наша молодежь чуть-чуть соберется силами, пока мы дадим этой молодежи возможность гордиться своим происхождением, своим паспортом в кармане, своей былой великой историей, которую русские от нас прячут и всячески нас обманывают. Поэтому мы должны сейчас дружить со всеми, даже если в какой-то степени, например, Украина. Украина одна из тех, кто помогала нас уничтожать. Но это я не говорю про всех украинцев, я говорю про политику украинского государства. Сейчас наши парни воюют и гибнут вместе с украинцами. Ведь когда мы захотим, мы же принимаем правильные решения. Правильно? Поэтому нам нужно дружить и с Америкой, и с Израилем, и с Германией, и с Францией, и со всеми, кто может нам принести пользу. Не быть дураками, которые хотят нас сделать и русские, и турки, которые на Кавказе имеют свои только интересы. Они хотят пристегнуть Чечню к Турции, как хвостик сзади. Понимаете? И мы опять будем ползтись, и опять не будем субъектными, и не будем говорить для чеченского народа и от имени чеченского народа. А какой-нибудь турок будет, может быть там чеченица, как Кадырова подтянут, будет там за Турцию говорить, там, да, может быть. Но при всем при этом мы будем хвостики, понимаете? А я за то, чтобы мы были субъектными, чтобы мы напрямую разговаривали со всеми странами, а не кто-то нас там пристегнув к какому-то там Турану или Мурану, еще к чему-то. При всем при этом я с большим уважением, еще раз говорю, отношусь к турецкому народу. Я не хочу турецкий империализм, я против вот этих спецмероприятий турецких спецслужб, которые поступила с нами вероломно. Продолжает поступать турецкие спецслужбы вероломно по отношению к чеченскому народу, называя нас братьями, друзьями там, и так далее. Ну, как и Россия тоже. Она же тоже говорит, я чеченец, говорит Путин, там, 3-10. А на самом деле враги. Как-то так, Дё. Как-то так. Друзья, мы почти 100 минут в эфире. Еще немножко я с вами побуду. Друзья, все. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду, друзья. Это очень-очень важно. Очень-очень важно, друзья. Так, слава ЗСУ, амин, ламанас, героям слава. Героям слава. Так, давайте посмотрим. Сколько вы тут настрочили комментариев. Чеченцы за цивилизованный, свободный Запад, а не за шовинистическую российскую диктатуру. Абсолютно, Осман. Абсолютно так. Те страны в нашем пространстве и не только, которые не проводят люстрацию, там и есть один большой КГБ, ФСБшный Deep State, глубинное государство. То есть зло, долой Российскую империю. Совершенно верно, Ливан, абсолютно так. Абсолютно, мы не вырвемся из этой лап, пока мы не скажем, сперва мы должны поставить диагноз, определить и потом начать процесс лечения. Так вот, раковая опухоль идет с Лубянки из Кремля. Вот Лубянку нужно люстрировать, и потом уже можно бороться уже со всем последствием. Кто будет в России с этим бороться, если там русская оппозиция, там 3-10, не говорит русская оппозиция вообще про КГБ. Русская оппозиция сама плоть от КГБ. Просто кто-то не у кормушки оказался, кто-то еще по какой-то причине, по заданию здесь выехали и так далее. А нету вот свободных русских, борющихся там за свободу, единицы. Единицы.
Ва алейкум салам, Фредерик. А всех все устраивает стопроцентно. Им империю подавай, которая уже кранты. Да, Джон? Да, они империалисты. К большому сожалению, КГБшники вот этот ген, вот эту скрепу русскую империализма, они разбудили, да, к большому сожалению. К большому сожалению. Америка сила? Конечно, сила. Не то слово сила, да. Не то слово просто. Большей силы нет просто, да. На сегодняшний день в этом мире. Ну ладно, да. Я смотрю, вы что-то. Слава бойцовским собакам. Да, путинские бойцовские собаки, конечно, еще то дело. Незнакомец. Дели свой масуду дал аш. Россия примет 43 тысяч палестинских беженцев, говорит. Конечно, да. Ну, примет это, конечно, громко сказано. Россия это фашня, которая своих не принимает. Когда у нас в Чечне шла война, наши русские, которые бежали, беженцы были в Россию, их как относились. Поэтому вот это все сказки, что вы кого-то принимали. Да, свою агентуру вы будете вывозить оттуда, когда вы же с этими арабами вась-вась. Вы же вместе, да, геноциды устраивали, две империи, да. Вы же вместе сейчас 7 октября Путину подарок делают. Какие вот, смотрите, какие дружки такие. Вот они братья. Нам они не братья. Они на день рождения кровавый подарок Путину приносят. Посмотрите, какие это настоящие людоеды. Людоеды, да. Подстать Путину, да, людоедство, да, самое настоящее. Как говорится, два сапога пара. Америка святая, говорит, видать. Ну, и государство не бывает святыми. Люди бывают некоторые святые, или там считают их святыми. А государство не бывает святыми. А Америка это сильное, демократическое, мощное, правовое государство, для которой свобода это один из важнейших принципов. И мы, чеченцы, нам это близко. Мы, чеченцы, демократы. Понимаете? Мы сами по натуре своей, как вы извратили нас пропагандой, что некоторые чеченцы сами поверили, что они не демократы. Понимаете? Мы всегда были демократами. 1000 лет чеченцы были демократами. 1000 лет, когда вы меняли, ваши хозяева вас меняли, русских, на собак гончих породы, гончие породы.
Мы в Чечне принимали беглых русских и давали им свободу, такую же, которая есть у нас. У нас не было ни дворян, ни холопов. А холопы из России бежали к нам, и мы их принимали. О чем вообще я с вами могу разговаривать? Да? Мы разного менталитета. Вы как остались под диктатурой, под управлением. А мы как были свободными, демократическими, такими вот дальше развиваемся. Несмотря на то, что вы нас хотите сделать такими же, как вы. А нам ближе Запад, Америка, цивилизация, понимаете, где права человека это не пустой звук, где свобода во главе угла стоит, понимаете. Это вещи, которые с рабским менталитетом трудно понять. Это я не хочу никого оскорбить, на самом деле это так. Очень трудно барану и волку объяснить слово «свобода». Понимаете? Баран, он считает, вот это его пастбище, это свобода, а его пастух, который его съест, это его любимый человек, который заботится о нем. А волк по-другому видит. Вот в чем наша разница, понимаете? Мы вам пытаемся объяснить, но вы нас не слышите, не понимаете, потому что вы как те бараны, которые не понимают волчий разговор. Понимаете? Вот в чем ситуация. Аслан, американцы очень сильно восхищаются чеченской культурой и бытом, когда они нас познают в реальности. Отлично, отлично. Осман, у нас есть много что дать этому миру. От нашей культуры, от наших зажигательной лезгинки, от наших, всего, много чего можно перечислять, что мы маленький народ или маленькая кавказская нация, мы можем дать этому миру. У нас уникальная культура, такой культуры нигде в мире нет. Взаимоотношения. Мы никогда на Кавказе друг с другом без России не воевали. Всегда, может, какие-то конфликты были, может, какие-то там ситуации возникали. Но чтобы мы воевали, я не знаю, чтобы где-то чеченцы на кого-то нападали, на кого-то там захватывали, либо на нас кто-то... Нет. Жили себе, жили. Посмотрите, сколько народов и национальностей живет у нас на Кавказе. Мы никогда их не вырезали. Все на религии и все народы живут на Кавказе. Это колыбель цивилизации. Европейской цивилизации. И не зря в Америке той же самой, когда говорят про белого человека, говорят кавказец. Кавказец, белый человек. Это белая раса, европейская раса. Понимаете, это наш немецкий ученый, антрополог вывел этот термин. И везде говорят кавказцы. И европейцы говорят, и кавказцы говорят. Это значит европеец, кавказец. А русские нас сделали чурками, черными, там какие-то отсталыми, дикарями, когда они за одного щенка гончей породы собаки меняли живых людей. Это у них в газетах писалось, объявления давались, поменяю, там, 3-е, 10-е. И они тогда, вот эти люди, которые, представьте, эти люди несли нам культуру на Кавказ. Они там цивилизацию, оказывается, несли на Кавказ. Когда сами своих людей, которые говорят на их же языке, продавали, обменивали на собаку гончей породы. Вы можете себе представить, какую культуру они нам могут принести? Поэтому я думаю, не только американцы, весь мир будет обогащен чеченской, кавказской, не только чеченской, кавказской, чеченской в частности, культурой и созиданием. И мы будем много чего делать для мира, полезного, хорошего. Да, Аллах, все это будет. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Главное, нам, чеченцам, нужно понять, что вот эти нарративы, вот эти рамки, которые нам ставит русская пропаганда при помощи огромных средств, интернета, фабрики троллей и так далее, которые нас представляют какими-то там неуправляемыми, несовместимыми. Клянусь, я Господом Богом клянусь, если бы чеченцы были бы такие, а я обещал вам здесь не врать и говорю только правду и ничего кроме правды, клянусь, я бы Господом Богом, Аллахом клянусь, я бы не делал бы то, что я делаю, если бы чеченцы были другие, и я не был бы уверен, что вот они не такие, как я.
подавляющее большинство чеченцев лучше меня. Подавляющее большинство. Они не умеют, может, высказать это так правильно. Более гуманные, более правозащитники, чем я. Вот 90% чеченцев. Понимаете? Вот какая вот ситуация стоит. Но нас выставили какими-то там неуправляемыми, непонятливыми. Почему мы на Кавказе не убивали евреев? Скажите мне. У нас там евреи и в Грозном жили, и на Кавказе жили, и в Дербенте жили. Почему мы никогда с ними не рамсовали? Почему мы с другими народами не рамсовали, не воевали, не убивали, не грабили? Почему? Потому что у нас этого не было. Понимаете? Мы созидали, мы да, защищались, конечно же. И именно потому, что для нас человеческая жизнь ценна, человеческая свобода, человеческое достояние человека, достоинство человека для нас ценно, именно поэтому мы сражались так яростно. Потому что мы верили в то, что мы делаем. И сейчас верим в то, что мы делаем. Понимаете? Но нас, умных, сильных, убили, запугали родственниками. Никогда в жизни они бы чеченцев не заткнули бы, как сейчас они это сделали, если бы они не покушались на наших женщин, на наших детей, на наших родителей, на наших родственников. Самое подлое, самое вероломное, что может сделать на этой земле нация, народ, человек, все это делает Россия над чеченским народом. Представьте, что самое подлое, самое вероломное, самое гнилое. И вы найдете, что в 10 раз хуже русские уже сделали по отношению к кавказцам, в частности чеченцев. Понимаете? Вот с кем мы имеем дело. Вот с кем мы имеем дело. Так что все будет Ичкерия. Дел мула. Дел мула. Какую культуру несли русские на Кавказ, можно узнать, почитав Льва Толстого, Хаджи Мурат. Да, совершенно верно, Осман. Абсолютно так. Да. Вот мы гордимся, например, там башни у нас, да, сторожевые башни, там 3-я, 10-я. Бау, ходится на башнях. Ведь на самом деле это ведь сторожевая башня. Понимаете? Это не город. Это не дом, это башня сторожевая, где сидят вооруженные люди или там укрываются в этом месте. У нас были целые города в горах сделаны. И это все разрушалось на протяжении долгого времени, вывозилось, разрушалось, уничтожалось. Не только Сталином, и вот еще раньше это все начиналось. Россия принесла такое зло народам, которые ее вокруг себя живут. Самой себе она это уже вот живет вот в этом дерьме, извиняюсь, и продолжает дальше жить. Да? Сами живут по горло в этом и других туда тянут. Вот такие вот, Дион, вещи нам делала Россия. 1000 лет Россия не избавится, не откупится за то, что она нам сделала. 1000 лет. Человек мира говорит, русская пропаганда говорит, это любимый трюк русских, я вам расскажу его. Русская пропаганда говорит, ну черт побери, русская пропаганда говорит, назови национальность всех пропагандистов и национальность тех, кто рулит Россией, Украиной. Ни одного русского украинца там нет, понимаете? Вот это любимое занятие. Абдурахман Авторханов, профессор чеченский, писал в своей книге про Советский Союз, про систему еще со времен Ленина и Сталина, как должны были себя вести кавказские коммунисты. Кавказским коммунистам, только кавказским коммунистам можно было восхвалять русских. Русские сами себя восхвалять, это не входило в их. Они не должны говорить, что мы великие, там сильные. Об этом должны говорить
кавказцы, которые являются колыбелью европейской цивилизации, которые имеют глубоко духовные корни совсем, и они должны были возвеличить русских коммунистов и говорить, какие великие русские коммунисты. Понимаете, да? И вот приблизительно вот этот сейчас деятель тоже говорит, что никаких русских нет, оказывается. А то, что кадыровцы служат как военная сила, как пропагандистская сила русским, ты считаешь, что воюют, значит, чеченцы. То, что кадыровцы возвеличивают Россию русских, значит, это не возвеличивание, это русские, чеченцы, кадыровцы возвеличивают чеченцев. Армяне на телевидении, евреи на телевидении есть. Другие национальности, правда, есть, их много, специальных показывают. А вы знаете, почему делают? Потому что империя русская всегда может сказать, так это же армяне, так это же евреи, так это же чеченцы. А мы ни при чем, мы же самые хорошие, да Путин это плохой был. Вот для чего у вас на телевидении в основном высвечивают там армян, евреев, банковская среда, вот олигархов смотрят, о, евреи все там, евреи. А кого лучше всего сделать КГБшнику, держателю общака, как не еврея? Советского, обрусевшего еврея. И если сейчас еврей не против фашистской вот этой империи, вот этой нынешней власти, то он кадыровец. Вот я вам всем говорю, чтобы на всякий случай там не говорили, что мы там такие-сякие. Понимаете? И вот евреи, которые находятся там, они служат России для возвышения, я понимаю, о чем ты намекаешь, поэтому и говорю, для возвышения русских и России. Армяне этому же служат, чеченцы этому же служат. Все служат для того, чтобы возвысить Россию. Вы всех, даже мне сюда заходя, какие вы там уважаете все народы, в том числе чеченцев, кстати говоря, вы это начали недавно только говорить, потому что вам очень нужно мясо, очень нужно. А так вы лютой ненавистью ненавидите чеченцев. Я знаю, как вы нас ненавидите. Я знаю просто. Мне вы это никогда не докажете и не объясните, что это не так. И вот эта ситуация, которая сейчас, она очень выгодно представить в случае чего, что евреи же общак держат. Они все деньги забрали. Это не еврейские деньги. Это деньги КГБ и русских, а Путин и Патрушев, как вы заметили, Сечин и другие, это русские. И те, кто не русские, они больше русские, чем русские. Как говорил Ленин про Сталина, он больше русский, чем русские. Вот что знать. А вот эти ваши прикрывания, что да, виноваты не все русские, там, потому что там армяне, потому что там евреи. Да, и виноваты и армяне, и евреи виноваты, и чеченцы виноваты, которые вам помогают. Но они только в той части, в которой помогают, и все народы не несут за это ответственность. Ну, армян мы не берем. Армяне, они всегда были форпостом, как и осетины. Большая часть. Но сейчас армяне начали осознавать. Глупыми они, дураками армяне точно никогда не были. И они тоже начали понимать, что им нужно брать направление с победителями, так сказать. Понимаете? С победителями. Ну, а мы, чеченцы, по крайней мере, русские, мы были всегда перед вами честны. В отличие там, от других, которые, когда вам сейчас плохо, быстро перепрыгивают в разные стороны. Мы всегда были против и всегда говорили. И хотя бы за это вы должны нам отдать дань уважения, да, что мы вам не лицемерили. Дрались так, дрались. И все, и будем драться до судного дня, пока вы не освободите нашу землю. Так вы тоже нас ненавидите. Говорит. Даурут, ну ты русских, наверное, имеешь в виду. Ну, смотрите, я не испытываю ненависти. Я много раз говорил, миллион раз говорил, не испытываю. Даже, знаете, я к русским имперцам, у меня презрение к вам за вашу глупость, за ваше отсутствие логики, за вашу беспринципность, за вашу циничность. Просто у меня
России, имперской России, отвращение как к дохлой скотине. Понимаете? Дохлой скотине у меня. Ни ненависти нет. Ненависть — это слишком сильное чувство. Нет, это отношение как к дохлой скотине. И все. Как ты относишься к дагестанцам? Ко всем я отношусь отлично. Если вы не являетесь имперцами, понимаете, русистами, если вы не являетесь, я ко всем. Каждый раз пытаются вот выделить. Да, я отношусь ко всем одинаково, если вы не являетесь русистами. Так, давайте, друзья, я свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Завтра у нас суббота, да, завтра у нас будет стрим на платформе Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, на платформе открытого диалога. Аят Эдигов, я надеюсь, вдова Джохара Дудаева, Алла Дудаева с нами будет. И мы, как обычно, в субботу на русском языке будем вести этот стрим. И я вас всех приглашаю. Завтра это будет в 19:00 по европейскому времени, центральноевропейскому. И мы вам всем рады. А так, на этом я свой стрим, я думаю, закончить. Спасибо, что смотрите и поддерживаете еще раз. Всем новым подписавшимся, друзья, я вас всех приветствую. Слава Украине, все будет Ичкерия. О Аллах, благослови Америку. Адикёль маш оль бюстегалёль. Всего хорошего, друзья.